Я москвичка, я родилась в Москве, но корни у меня азербайджанские. Сейчас вам поясню. Исторически сложилось так, что мой народ был разделен. Половина находится на территории Дагестана, это историческая родина Лезгин, а остальная половина перешла к территории Азербайджана. И вот мои родители из города Кусары, из селения Пирал. Вот, и они у меня родились там, в далекие 80-е переехали в Москву, и я уже родилась в Москве. Такого понимания, как пришло вдруг внезапно, я осознала, что я отношусь к лезгинам, никогда не было, потому что мне прививали это с детства. А у лезгин, именно тех, кто переехал и живут не на исторической родине, в привычку входит отправлять своих детей, пока они подростки или маленькие, к своим бабушкам на родину, чтобы они прививали себе какие-то традиции, какие-то культуру, чтобы осознавали себя, кто они, и не, скажем так, до конца ассимилировали с российским менталитетом. Поэтому меня мои родители всегда отправляли в Кусары, где я училась родному языку, знакомилась с местными традициями, с людьми, общалась, как-то усваивала для себя, понимала, что есть хорошо, что есть плохо. Потому что лезгины – это народ очень костный, с очень такими уже сложившимися культурными основами, таким фундаментом. Поэтому порой даже очень тяжело бывает, приехав в Россию или в частности в Москву, как-то, знаете, не забыться, не потерять себя и не пойти, скажем так, по общему пути. Это очень сложно, потому что родители у меня родились в Кусарах, и у них абсолютно другой менталитет, понимание мира абсолютно другой, у них другой космос, скажем так. А мы уже те, которые родились здесь, получается, между двух огней. То есть, с одной стороны, это родители с их традициями, с их, скажем так, мировоззрением, а с другой стороны, это Москва, это твои ровесники, которые, в принципе, большинство это русские или какие-то другие национальности, и тебе приходится все время лавировать между своим прошлым, своими корнями, и при этом быть как-то современной, коммуникабельной, находить общий язык с другими народами. К примеру, отношения между полами. У нас все очень строго с этим, девушка должна быть скромной, такое очень непосредственное отношение с мужчинами тоже не одобряется. А с другой стороны, хочется общаться, и есть такое понятие, как дружба, но у нас этого не понимают. Такие очень много, вы знаете, суета, жизненные какие-то вещи, и слишком разные. Приходится как-то подстраиваться. Возможно, даже большая часть во мне проснулась лезгинского, когда мне где-то было лет 16-17, и я пошла на танцы, на лезгинку, в ансамбль, и до этого у меня было такое, скажем так, неконкретизированное понятие о лезгинах, о современной молодежи московской. То есть я, в принципе, особо-то и не знала никого из лезгин, кроме родственников. А когда пошла на танцы, вы знаете, я познакомилась с массой моих ровесников, лезгинами, безумно интеллигентные, интеллектуальные, очень такие знающие себе цену люди. И я прям аж возгордилась, мне стало очень приятно, я прям, надо же. И как-то стало легче жить, что ли. У нас очень сильно прививается умение терпеть. Женщина должна терпеть, женщина должна быть мудрой, женщина не должна себе позволять лишнего, мужчина в первую очередь. Это не значит, что женщина как-то удвигается на второй план, нет, абсолютно, у нас очень уважают женщин, очень уважают. Но при этом роли у мужчины и у женщины разные. Мужчина – это добытчик, глава семьи, а женщина – это мать, это хозяйка очага, это любящая жена, заботливая мама. Я и сейчас полностью не могу этого принять, потому что я сама по себе карьеристка. И у меня с детства была цель, я с детства знала, чего я хочу добиться, кем я хочу стать в жизни. И, конечно же, при такой ситуации нарываешься на проблемы, потому что, как совместить и карьеру, и работу, и семью, и заботу о муже, понимаете, это даже в какой-то степени невозможно. Поэтому раньше, да, я была такая, в общем, из крайности в крайность. А сейчас уже с возрастом уже как-то ценности меняются, уже понимаю, что все-таки для женщины в первую очередь это семейная жизнь, а карьера и все остальное на втором плане.
Поэтому у нас говорят, что у кавказских девушек на все очень мало времени. Нужно успеть и поступить в университет, и отучиться, и карьеру сделать, и замуж выйти, детей родить. Знаете, у меня наибольшую гордость вызывает то, что у нас нет домов для престарелых. У нас очень абсолютно другое отношение к старикам. У нас очень уважают старших. У нас даже принято вставать, когда старший приходит, заходит в комнату или куда-то. У нас абсолютно другое отношение к женщине, с большим уважением. Даже взгляд мужчины на женщину абсолютно другой, просто я с этим сталкивалась. Вот. Есть немножко такие проблемы в плане разобщенности. Мы разобщены, очень мы гордые. Именно из этой разобщенности и неединения у нас такие вот сейчас исторические, связаны с исторической целостностью проблемы. Мы разъединены, вроде один народ, а живем, получается, территориально в двух странах. И знаете, меня еще очень расстраивает такой современный стереотип у кавказских людей, в частности о лесбиянах. Почему-то, когда спрашиваешь человека, узнаешь первое мнение человека о кавказцах, о лесбиянах, почему-то все вспоминают о каких-то быдлах, какие-то четкие, извините меня, люди. На самом деле это абсолютно не так. В каждой, скажем так, как в семье не без урода, да, так и в нас есть и культурные, и воспитанные люди с высшим образованием, которые знают, что они хотят от жизни, и также есть такие вот люди, скажем так, деревенщины. Вот. И очень хотелось бы поменять этот стереотип как-то, чтобы уже по-другому нас принимали, как-то с лучшей стороны нас видели. Хотела процитировать несколько четверостишей моей мамы. Она мне пишет, и очень красиво, на родном. Стихотворение называется «Перевер», про село, из которого мои родители вышли. «Зи перевер хрювер, мукакеля достар ярар, цюкалар хушат кулахар, не деходи мэрекер. Самат ху перевер, Патарик хой хрювер, дедеч ауни, жихур пирарик ала алтурай».